Это программа «Между тем». Я Дмитрий Аргунов. Говорю вам здравствуйте. Крымский мост. События 8 октября, когда два пролета автомобильного моста оказались обрушены, стали триггером многих событий. К сожалению, есть жертвы, ущерб. Для наших бывших даже сограждан, что уж говорить о Польше, террористический акт в отношении Крымского моста оказался, цитата, «бальзамом на душу». Так представители Прибалтики официально приветствовали действия террористов, приведшие к обрушению пролетов моста. Депутат Сейма Польши произнес те самые слова про бальзам. Это вообще-то представители стран, претендующих на место не основы европейской цивилизации, а новых ключевых игроков безопасности в Европе точно. Когда в цепочке мировых событий происходили трагедии, выгодные каким-то властям и правительствам, об этом было не принято радостно заявлять, рукоплескать и так далее, сказал Дмитрий Новиков, депутат Госдумы. Всегда считалось, что есть вещи, которые могут позволять себе только совсем маргинальные личности или полные отморозки. Поэтому то, что сейчас происходит, является свидетельством очень сильного снижения политического уровня, заявил Новиков. Так и есть. Поведение ниже плинтуса, стоит констатировать. Впрочем, чуть позднее оказалось, что действия, направленные на разрушение гражданской инфраструктуры России, предпринимаются не впервые. Президент на Совете Безопасности привел пример аж 3 диверсий в отношении Курской АЭС, попыток повредить газопроводу «Турецкий поток». Что случилось с северными потоками, тут уж никаких комментариев не надо. Что не Россия сама взорвала собой же созданное. На самой Незалежной обрушение моста вызвало волну эйфории. Начали празднование со всей позволенной широтой души. Фотографировались на фоне постеров с горячим мостом, начали сочинять мемы на тему «Что вы скажете на это, русские?». Логично было предположить, что Россия ответит. И ответ последовал. Это к слову. Увидимся.